Добрый день, уважаемые друзья! Здравствуйте, будущие наши абитуриенты! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире на знакомстве и презентации магистерских программ нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Агмуллы. Меня зовут Гульгина Багаудинова, и сегодня я помогу вам поближе познакомиться с магистерскими программами нашего университета. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы в комментариях в чате, касающиеся поступления в магистратуру. Сегодня у нас в гостях представители факультета психологии Нухова Марина Владимировна, заведующая кафедрой возрастной и социальной психологии, а также Чуйкова Татьяна Сергеевна, заведующая кафедрой общей и педагогической психологии. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, а мы, наверное, перейдем уже к вопросам. Расскажите, пожалуйста, какие магистерские программы будут открыты в этом году? В этом году на факультете психологии будут открыты 5 программ магистерских. Это 3 программы по направлению психология, программа семейная психология, клиническая психология и организационная психология. И 2 программы по направлению психолого-педагогическое образование. Это программа детская психология и программа психологическая диагностика и экспертиза личности. Обе программы по психолого-педагогическому образованию в этом году стартуют впервые. А вот расскажите, пожалуйста, а есть направление психология, а есть направление психолого-педагогическое образование. В чем разница в квалификации или как? Ну, квалификация здесь магистр, только по программам по психологии это будет магистр по направлению психология, а по направлению по психолого-педагогическому, соответственно, будет магистр по направлению психолого-педагогического образования. А вообще, конечно, и та, и другая программы, они, конечно, больше психологические, и даже вторая программа тоже в большей степени она направлена на психологию. Дело в том, что эти программы разрабатывались, естественно, в соответствии с новыми современными образовательными стандартами, в соответствии с профессиональными стандартами. И вот в качестве профессиональных стандартов здесь были взяты стандарт педагога-психолога, то есть психолога, работающего в образовательной сфере, и стандарт психолог в социальной сфере. Ну вот единственное, что в организационной психологии еще был добавлен стандарт специалист по работе с персоналом. То есть в дисциплинах, которые включены в эти программы, что по психолого-педагогическому направлению, что по психологическому, главным образом, ну, наверное, на 95% это все психологические дисциплины. Ну и не надо забывать, что эти программы все-таки реализуются на факультете психологии. И ведут их психологи по своему базовому образованию, по своей высшей квалификации, психологи с большим опытом и не только преподавательской деятельности, не только научной, но и практической. Поэтому это все равно будут такие психологические. Если можно, но если говорить о различиях, то вообще эти 2 направления относятся к разным укрупненным группам. Да? Программа психологии относится к психологическим наукам, а психолого-педагогическое образование относится к группе образования и педагогические науки. Поэтому все-таки психолого-педагогическое образование – это больше для системы образования. Хотя подготовка психологическая, я абсолютно согласна. И еще я все-таки добавлю, что, конечно же, и по тому и по другому направлению мы будем рассматривать, и не только рассматривать, и осваивать основные направления деятельности психолога. Диагностическая деятельность, консультативная деятельность, тренинговая. И, естественно, что, может быть, в психолого-педагогическом направлении мы больше будем рассматривать эти направления в сфере образования, но суть этих направлений деятельности, она не меняется. Поэтому то, что вы освоите, если вы будете учиться на психолого-педагогическом направлении, вы легко сможете адаптировать и применить уже в каких-то других сферах, в сфере промышленности, ну и в других.
Мгм. Также наших многих абитуриентов интересует, а можно ли поступить на магистратуру на факультет психологии без базового психологического образования, то есть без бакалавриата? Ну, конечно, идеальная траектория – это психологический бакалавриат и дальше психологическая магистратура. Но на самом деле по современному действующему законодательству в магистратуру можно поступать на базе любого высшего образования. То есть условие – это высшее образование. И более того, я скажу, что по психологии, и это мировая практика, считается, что когда человек получает второе высшее образование по психологии, он больше готов к психологической деятельности. Поэтому, если вы закончили любое направление, экономисты, юристы, педагоги, социальные работники, инженеры, кто угодно, и вас интересует психология, никаких препятствий для поступления у вас нет, пожалуйста, приходите. А есть ли какие-то ограничения по возрасту? В настоящее время ограничений по возрасту нет, и у нас учатся люди, которые и в 30, и в 40, и в 50 лет поступают, и, в общем-то, с большим жизненным опытом, с удовольствием получают эту профессию. Профессия психолога, еще ее преимущество в том, что чем старше человек, тем больше у него шансов быть хорошим квалифицированным психологом, потому что добавляется жизненный опыт. Да, конечно. Я хотела еще добавить по первой части относительно того, что без психологического образования у нас организационная психология, как и семейная, как и клиническая, уже реализуется достаточно давно. Но я скажу об организационной психологии. И у нас такие лучшие студенты, лучшие выпускники были очень часто не среди психологов с базовым образованием, пусть уж на меня не обижаются, а с экономическим, например, экономика труда, социологическим образованием. То есть вот те знания предыдущие несколько другого направления, да, они вот очень хорошо обогатились вот этими знаниями по психологии. И вообще у нас очень часто учатся на программе люди, которые занимаются бизнесом, у которых свой, вот на организационной психологии я имею в виду, у которых свое какое-то вот, ну, там, может быть, небольшое, естественно, предприятие, и используют эти знания и навыки, естественно, технологии, которые они осваивают вот в своем бизнесе, в своей предпринимательской деятельности. Мгм. А вообще, кем могут работать студенты по окончании магистратуры? Ну, они уже будут магистрами, не студентами. По окончании магистратуры все на любых программах выпускники работают в качестве психологов. Но дело в том, что сфера психологическая, она настолько разнообразная, что можно найти применение и в соответствии со своим профилем. Те, кто закончили там магистратуру по семейной психологии, могут работать в психологических центрах, работающих с семьями, например, в образовательных организациях, да, в службах знакомств и так далее. По клинической психологии это лечебное учреждение любого профиля, общего, педиатрического, наркологического, психиатрического. Да. Это сейчас очень востребованная нейропсихология, сейчас бум просто нейропсихологии, особенно детской нейропсихологии. Мы готовим на клинической психологии таких специалистов. Могут работать психологами-реабилитологами. Ну, на детской психологии тоже везде, где есть дети, да, вообще везде, где есть люди, востребованы психологи. То есть это и образовательные организации, и центры детского развития, ну и так далее. Ну и вот по организационной психологии Татьяна Сергеевна добавит. По организационной психологии тоже прекрасно находят себе работу наши выпускники, работают в различных организациях, предприятиях, в службах персонала. Есть различные коучинговые программы, рекрутинговые организации, в которых занимаются наши выпускники набором персонала, обучением, тренингом, формированием у них определенных профессиональных навыков. Вот я уже говорила в собственном бизнесе. Как преподаватели могут работать? У нас обязательно во всех магистерских программах есть педагогическая практика. И вот такие начальные азы вот этого непростого, но очень увлекательного труда они получают. Ну и немножко о вот другой новой нашей программе, которую мы в этом году открываем. То есть программа по психологической диагностике и экспертизе личности. Это работа в различных
экспертных центрах, в различных центрах экспертизы. Ну, есть государственные такие организации, а есть и негосударственные. То есть в данном случае привлекают вот к таким экспертизам. Ну, чаще всего речь идет о судебно-психологической экспертизе, не только по уголовным делам, но и по гражданским делам. Привлекают психологов, просто опытных психологов, которые работают в психологических центрах самой разной ориентации, работают в вузах. Вот, в принципе, и у нас есть такой опыт, у Марины Владимировны, у меня, у Виктора Валерьевича, как раз руководителя вот этой вот магистерской, о которой я сейчас говорю, программы. То есть мы в этих экспертизах участвовали. Там требование 3 года опыта. Естественно, что этот опыт нужно наработать, и тогда можно заниматься на практике. И еще один момент. Все-таки сейчас современный мир, он, конечно, богат на разные виды деятельности, в том числе частная практика для психологов. Это, конечно, еще один вид, где психологи могут себя реализовывать абсолютно по любой программе. И самозанятыми, и создают психологические центры наши выпускники и так далее. Это тоже как бизнес. Да, и я еще здесь не отметила, я как-то больше об экспертизе. Вообще-то диагностика и экспертиза. А диагностика – это основа вообще любой практической деятельности в области психологии. Поэтому если вот наши потенциальные абитуриенты закончат эту программу, то вот это вот основание, такое базовое основание для последующей практической работы, они будут иметь очень хорошее. Потому что программа именно заточена на вот измерительные процедуры. Да, которые в последующем используются и в экспертизах тоже. Я бы хотела напомнить, что время нашего эфира ограничено. Мы работаем в прямом эфире, и, уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы, интересующие вас при поступлении в магистратуру на факультет психологии. Ну а сейчас поговорим о требованиях. Какие требования предъявляются к потенциальному абитуриенту по вашей программе? Ну, по нашим программам основное требование – абитуриенты должны иметь уже высшее образование. Да? Все остальные требования, они более частного порядка. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы пришли люди, которые имеют интерес вообще к человеку как к таковому, которые хотят познавать себя, познавать других людей. То есть это самое главное – мотивация, с которой люди приходят. Вот также абитуриентов очень интересует. Вот в сфере психологии есть, получается, 3 направления. Это организационное, клиническое и семейное. В чем разница программ, если это все реализуется в рамках программы психология? Я поправлю, на самом деле гораздо больше. Просто у нас вот такие программы. Но это самые, наверное, такие стержневые. Ну, они реализуются по направлению психологии. И в обучении есть один общий блок, который преподается на всех 3 программах. Там база. Там диагностика, подготовка психодиагностическая, там консультативная подготовка, подготовка психологов для психологического вмешательства, подготовка к преподавательской деятельности. И отдельно в каждой программе есть специализированный блок. То есть на семейной психологии мы готовим семейных психологов для работы с семьей, супружеских отношениях, для работы с детьми и так далее. На клинической психологии мы готовим специалистов для работы в лечебных учреждениях. Это нейропсихология, патопсихология, психосоматика, клиническая психология семьи, психиатрия и так далее. На организационной психологии готовят для работы с персоналом в основном, и тоже огромное количество дисциплин. То есть это специализация. Вообще мы готовим психолога. А вот есть ли какие-то особенные, такие уникальные дисциплины в магистерских программах нашего университета? Ну, конечно, есть, потому что все-таки магистратура – это более высокий уровень образовательной деятельности по сравнению с бакалавриатом. И те, может быть, научные интересы, и практика, в которой специализируются наши преподаватели, потому что большинство преподавателей не ограничиваются только преподавательской деятельностью, но и сочетают ее или имеют опыт большой вот такой практической работы. Ну, я могу сказать о своей программе «Организационная психология». У нас есть такие курсы, дисциплины, вернее, которых нет вообще, ну, я просто знаю, что нет ни в одной программе
подобного даже направления, психология занятости и безработицы. То есть здесь мы рассматриваем вопросы трудовой занятости, как они изменились, да? Как изменилось построение профессиональной карьеры, какие требования предъявляет трудовая среда к человеку, который должен стать менеджером своей вот этой профессиональной карьеры. Иначе он будет, в общем-то, не застрахован от потери работы в любое время. То есть и в этом смысле мы подготавливаем наших выпускников к тому, чтобы они все-таки держались на плаву, и не только на плаву, а имели хорошие достижения, были счастливы, были в своей работе, были продуктивны и так далее. У нас есть практикумы, естественно, практикум по отбору персонала, по обучению, по аттестации и так далее. Но это является уже более таким традиционным, но, в общем-то, тоже преподаватели вкладывают свой опыт, ну и активно привлекаем специалистов, которые непосредственно работают вот в таких организациях, ну и имеют, естественно, подобную специализацию, подобный образовательный опыт. Еще одну дисциплину назову. Вот в последнее время большим интересом студентов пользуется такой курс, как характерология. Да, современный мир настолько разный. Сейчас нарциссические тренды, много людей с нарциссической адаптацией. Сейчас много людей, которые в шизоидной, так называемой, адаптации. И студенты с большим интересом исследуют вот этот мир, пространство людей, себя узнают, но тоже пользуются большим интересом. Это дисциплина. Также у нас есть программа «Клиническая психология», и в основном эта программа интересует ребят с медицинским образованием. В связи с чем вопрос, нужно ли иметь медицинское образование при поступлении в магистратуру по клинической психологии? Ответ – нет. Медицинское образование не обязательно. Хотя многие закончившие педагогические колледжи, например, ребята, не поступающие в медицинские вузы, могут реализовывать себя именно в этом направлении. А можно ли получить это образование дистанционно? Никакая из программ у нас дистанционно не реализуется. Более того, в этом году вышли новые федеральные стандарты, запрещающие по психологии даже заочное обучение. Поэтому наши программы имеют очно-заочную форму, то есть вечернюю, по сути. Психологии. По психологии, да. Поговорим о бюджетных местах. Думаю, этот вопрос интересует наших зрителей. Сколько бюджетных мест в этом году? В этом году бюджетные места есть только на программах по психолого-педагогическому образованию. Это детская психология, 16 бюджетных мест на дневном отделении и 16 мест на заочном отделении. И 16 мест на направлении психологическая диагностика и экспертиза личности, психолого-педагогическое образование. Все остальные программы у нас коммерческие. А как вы думаете, в каких сферах будут востребованы ваши выпускники? Вот мы перечисляли, где они могут работать. Собственно, вот это сферы, в которых они и могут быть востребованы. Да. Ага. Расскажите, пожалуйста, а что нужно знать, чтобы быть уверенным в поступлении? Надо иметь достаточно глубокие представления вообще о психологии, о психологических механизмах. Вот у нас есть программа, естественно, программа экзамена, и там перечислены такие основные, в общем-то, направления психологии, которые нужно знать. Естественно, нужно знать общую психологию, то есть общие механизмы функционирования психического. Без этого никак. Нужно знать законы возрастного развития, тоже необходимые и полезные знания. Нужно знать, как вообще человек ведет себя в группах, в коллективах, в таких более массовых Если обобщать, группах. то можно зайти на сайт приемной комиссии, посмотреть программу для поступления, да, и там расписаны все основные требования, включая вопросы, которые, собственно, входят в экзамен. Да, и, уважаемые абитуриенты, сейчас на экране вы увидите перечень программ на этот учебный год. Собственно, здесь бюджетные места, которые мы назвали, они представлены. И коммерческие места тоже здесь представлены. С ними вы также можете ознакомиться на нашем официальном сайте bspu.ru в блоке «Психология». Да. Также к нам сегодня поступили некоторые вопросы. Думаю, мы их можем зачитать.
ответить на них. Сейчас нам специалисты их выведут на экране. Я видела уже вопрос, если юридическая психология, в этом году набора на юридическую психологию у нас нет. К сожалению. Также вопрос, где проходят практику и работают по данной специализации по психологии? В зависимости от профиля программы практику проходят там семейные психологи, проходят в центре «Семья», например, который есть в Уфе, в ресурсном центре «Семья», в других психологических центрах. По клинической психологии практику проходят на базе психиатрической больницы, республиканского психотерапевтического центра, с отдельными больницами и поликлиниками у нас заключены договора. По организационной психологии, Татьяна Сергеевна. Да, по организационной психологии, я хочу сказать, что у нас разные виды практик. Да? А вот именно производственная практика, где непосредственно студент должен овладеть соответствующими навыками, у нас организуется в разных организациях. Какое-то время у нас эта практика осуществлялась в банке Уралсиб, потом на геофизике. Сейчас мы ведем переговоры тоже с Центром геофизика, с тем, чтобы туда тоже направлять студентов по организационной психологии. По нашей новой программе «Психологическая диагностика и экспертиза личности» мы думаем, что будем использовать экспертные центры, где проводится эта реальная работа по экспертизе. Вообще я хочу сказать, что руководителем этой программы является Виктор Валерьевич Курунов, человек, который долгие годы руководил нашим факультетом, и параллельно у него есть лаборатория, он ею тоже руководит. Она профильная для этой программы, ее мы тоже используем как базу практики. Лаборатория психологии профессиональной деятельности и когнитивных исследований. И там есть оборудование, специальное аппаратное оборудование, в том числе для экспертиз. Есть очень такой ценный прибор, который используется в почерковедческой экспертизе. Есть полиграф, это такой классический прибор, детектор лжи, если так обыденным языком. Он используется более широко, поэтому у студентов будет возможность использовать эти приборы. Еще есть планы закупить такое специальное оборудование, использовать это оборудование и в практике, и в проведении исследований. И надо отметить, что все-таки магистратура предполагает научные исследования, и очень важно, это очень такая важная сторона, и надо себя подготовить к тому, что вы не только будете проходить дисциплины, сдавать зачеты, нарабатывать какие-то навыки, но вам нужно в течение 2 или 2,5 лет, в зависимости от формы обучения, сделать научную вообще работу. Это вообще увлекательное такое действие. Поэтому бояться этого не надо, но надо быть к этому готовыми. Условия есть. Да, конечно. И по клинической психологии тоже есть. Также у нас есть вопрос. Подскажите, какие есть программы по заочной форме обучения и есть ли на них бюджет? Также можно ли сдавать документы и вступительные экзамены дистанционно? В принципе, на первый вопрос мы сегодня ответили. Все программы есть заочные. Давайте быстренько ответим о вступительных экзаменах. Можно ли их сдавать дистанционно? Вступительные экзамены. Что включает в себя этот экзамен? Психология устно и психология письменная эссе. И психология устно сейчас в связи с пандемией трансформировалась в психологический тест, который, по сути, действительно будет сдаваться дистанционно. Эссе тоже можно отправить дистанционно, с этим проблем. И документы тоже можно подать дистанционно, то есть с этим никаких проблем нет. И как подготовиться к письменному экзамену? Письменный экзамен – это эссе. В программе, которую вы возьмете на сайте приемной комиссии, есть требования к этому эссе. И есть темы, на которые эссе можно написать. Подробно расписано. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира ограничено, и оно подошло к концу. Мы благодарим вас за внимание. С вами был факультет психологии Нухова Марина Владимировна и Чуйкова Татьяна Сергеевна. Спасибо вам большое. Ждем вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. На факультете психологии. Спасибо.